Власть очень сильно боится, когда мы объединяемся, вне зависимости от того, сколько нас выходит на площади. Нынешняя жирующая власть не знает, как в очередной раз ограбить нищий народ. Против пенсионной реформы, которая доведет до обнищания моих детей и внуков. Я уже сама на пенсии. И мне вот эту подачку тысячную за счет моих детей, мне ее не надо. Это прямой грабеж населения и тех слоев населения, которые работают сейчас активно, но могут не дожить до предполагаемого пенсионного возраста. Мы, женщины, мало того, что мы работаем дома, мы воспитываем детей, мы работаем на производстве, уже к возрасту 60 лет здоровье практически у всех не позволяет исполнять работу в той мере, в какой бы нам этого хотелось. А все-таки на предприятии и на любой работе человек должен отдаваться работе, а не ходить по больницам и лечиться. Мои дети, мои внуки, мои правнуки остаются с такой реформой без будущего, без существования. У них не будет ни работы, ни пенсии, ничего. Я не только против пенсионной реформы, а против всего того, что творится в России. Это безобразие. Вот. Это полнейшее безобразие. В стране сегодня нет рабочих мест. И выталкивать очередную партию людей на рынок труда, где нет абсолютно работы, это бесчеловечно. Быть в таком возрасте на пенсию просто нереально. Представьте медсестру с трясущимися руками, которая вам делает капельницу в таком возрасте. Если можно заметить, молодежь не совсем такая здоровая, все с болячками. И, по-моему, мало кто из них также доживет до пенсии. Поэтому я лично против этой реформы. На какую работу могут рассчитывать пенсионеры 55-60 лет? Уборщицы, дворники, подсобники, низкооплачиваемая работа с самым нижайшим заработком, который едва ли превышает МРОТ. На данный момент моя мать должна в ближайшее время была выйти на пенсию. Однако, если будет принята эта реформа, то она будет вынуждена работать. Ну, мало того, что она не сможет помочь нам, нашей семье, да, посидеть с внуками или что-то такое, но еще и по состоянию здоровья ей тоже, конечно, будет очень тяжело работать. И, конечно, власть неправильно делает, что принимает такой закон. То есть телегу ставят впереди лошади, что сначала надо реально поднять продолжительность жизни и создать рабочие места, а потом уже поднимать пенсионный возраст. До 60 лет сегодня не доживает 30% мужчин. До 65 43% мужчин. Если говорить о женщинах, то сегодня до 55 лет не доживает 10% женщин. До 63 не доживет уже 25%. И после повышения пенсионного возраста нас ждут массовая безработица и произвол со стороны работодателей. Я хотела бы вступиться за русских женщин, которые помимо основной работы несут всю работу по дому. И к своим 50 и 60 годам уже не способны ни прыгнуть с парашюта, не накраситься и путешествовать, а просто нормально жить. Думу загнать, они миллионы получают, а мы по 7-8 тысяч получаем. Это дело, это никак не дело.